Быстрее. Лет назад играли. Лет 15 назад. Ну давно, когда там ФМБН, какой пару? Лет 5 минимум. 5 лет назад. Хороший коллектив. Я говорил, что проебал Music Man. Ты не матерись, снимай же, мой дорогой. Ну что же вы, музыканты, блин. Пожалуйста, я вас прошу, чуваки, будьте интеллигентнее. Действительно. Здесь пошла. Сошла. Тут есть хорошее место. С моим однокурсником с консерватории, с Эдвардом. Такой хотим сделать лейбл, чтобы здесь писать, допустим, молодых композиторов наших украинских, классическую музыку именно. Да, и выпускать, потому что это, ну, оно как бы есть, но оно не в такой... Хотим это на профессиональном уровне сделать, рояль тут поставить, ну, чтобы это... Вот это все в планах. Ну вот, я надеюсь, когда это все закончится, мы это запустим обязательно. Сейчас я работаю, вот уже я нашел режиссера, либретиста. Вот у меня мечта написать оперу. У нас еще крымских татар нет оперы. Крымско-татарскую? Именно крымско-татарскую, да. Алтынбешик, по нашей вот легендарной вот этой легенде, которая у нас как бы колыбель крымско-татарского народа, да. Поэтому это будет интересно. Ну давайте еще какую-то что-то сыграем, подумаем. Давай. Самбу. Какую-нибудь. Я давно не играл сам. Ну, типа. Я помню. Какая там надо? Что там надо? Ладно, это пройдем. Мы давай вот этот вальсок сейчас запишем. Вот это, что сейчас играли Первый. Да. Ты, по-моему, очень так аккуратненько, вот это типа свинговое, так знаешь, лучше больше слушай. Сначала сразу на тему, как по... Врайт. Ну, я буду так подразгонять. Врайт и так аккуратненько в малый, знаешь, типа такой медиа свинг. Да. Потому что это типа, знаешь, такой песенка такая. Я понял. Я ж не готовился. Да ладно. Такая у нас вот ситуация. Встретил друга на улице. И мы пошли репетировать. У меня первый раз, но прикольно. Джем, Спасибо, да? Миша. Да. Ну что, попробуй. Раз, два. Ансамбль Сато — это легендарные люди. Нераган, Измайлов, Наркет Рамазанов, Леонид Атабеков, покойный Андрей Атабеков, к сожалению. Очень жалко, что так получилось в жизни. И вот отец мой, и они создали, они сделали прорыв нашей музыки. Они первые, кто начали делать обработки джазовые на нашу музыку, на наш фольклор. Ну не только на узбекскую музыку, потому что жили в Средней Азии. Это дало, в принципе, дало большой толчок, ну вот, нашему поколению молодежи. Но у меня, как говорится, выхода не оставалось, как продолжить традиция от папы. Поэтому да, это тяжело. Я для этого очень много учусь. Я до сих пор учусь в 2 академиях. Много работаю. И поэтому продолжаю традиции отца. Параллельно пишу классическую музыку. Естественно, я это делаю с большим уклоном на нашу культуру, на нашу музыку. Иначе
как бы надо что-то, надо нашу культуру развивать, поднимать. Так, ну, в принципе, я хочу, чтобы мы разобрали такую фанковый ритм. Просто нам подыграешь, мы с Андрюшей татарскую песню одну. Она очень простая, Андрюх, там 4 аккорда. Ре, да, потом ля, сэм, ля, 9, потом си просто, потом си, опять, помнишь, мы с тобой играли? А, это сам? Да? Да, Так я не... да, так и все, давай сыграем. Давай Да. теперь мне объясни. Не-не, давай какую-то латину легкую поиграешь. Давай, я Фрако выиграл. Афракуб. Вот, вот Андрюха, поиграй теперь. Фракипа. Пацаны, я не по Послушай, послушай. не выдвигался. Ну, я сам выиграю. Да, Я сам. Миша, ты не говоришь, что ты не знаешь, потому что снимает, чувак. Смотри. Снимает то, что я говорю. Я тут как бы и не было. Я Саня, шучаю. давай сам. Сам. Поиграем, мы сейчас поймаем. Пойдет. Ой, красавый. Пойдет. Да, такая была кода, но это мы просто прошли, чтобы вспомнить. Мне как бы все равно, что творится в плане там критики вокруг или чего. У меня для этого есть люди, которые слушают и говорят, да, это хорошо, это плохо. И не всегда бывает хорошо. Все зависит от жизни, везде должен быть баланс. И все в жизни зависит от того, даже как у тебя духовное настроение, какое настроение у тебя, если ты садишься писать, так оно и выходит. Все, что у тебя внутри, это тоже выражается вот в партитуре. Ну, я вот, конечно, я учусь вот такого вот у Щербакова профессора, председатель Союза композиторов Украины. Он такой, как сказать, он говорит всегда правду. Или это хорошо, или это плохо. Мне это очень нравится. В консерватории у нас такие, вот как Станкович, это Щербаков, и много Дечко Леся, и очень много композиторов современных, которые, это легендарные композиторы. Гаврилец, Захайкевич Алла, это ж такие глыбы. Конечно, ты приходишь, и надо же показываться. Там сразу говорят, да, это хорошо, а это... До свидания. Это нормально, так должно. В музыке должно быть все честно. Блюзовую сетку подол на фан. Я не пойму, что играть.
народную песню все равно вставил. У меня так в жизни получилось, что у меня не дошло дело до свадьбы. У меня были попытки, но я благодарен все-таки отцу, что он меня направил. Это благодаря моему папе, потому что мой отец, он все-таки очень хорошо разбирается в фольклоре. Он играл с Энвером Шерфединовым, который сохранил нашу крымско-татарскую музыку. Это тоже немаловажно, и он знает очень хорошо нашу музыку. Но он почему-то меня направил совершенно в другое русло. Он что-то увидел, что-то понял. Ну, я в первую очередь благодарен за все своему папе, маме, брату, своим родителям за то, что как бы вот в жизни получилось так, что я больше изучаю академическую музыку, джазовую. Ну, музыка это такая штука, что надо всю жизнь учиться. Тут этого стесняться не надо. Ну, во-первых, крымско-татарские свадьбы, я скажу сразу, это их играть непросто. Во-первых, у нас музыка виртуозная, ее надо знать, потому что она тоже есть построена на некоторых обычаях. И, на самом деле свадьбы тоже не просто так играть, это надо быть хорошим музыкантом, чтобы их играть. И я даже себе никогда не ставил такой вопрос, сколько мне должны заплатить, чтобы я пошел играть свадьбу. Ну, единственное, что скажу, может быть, если я сыграю свадьбу только своей дочке, разве что, когда надо будет. Вот так вот. Пришли на работу, на студию. Это, конечно, интересное место. Тут все вот это все студии полностью. Тут вот везде аранжировщики, вот такая как большая семья. Что-то вместе делаем, что-то пишем, какие-то совместные проекты. Постоянно у нас тут что-то происходит. В этом есть свой плюс и свой интерес, когда ты находишься в такой среде. Всегда тебе кто-то что-то подскажет, если у тебя что-то не получается, или какие-то звуки, или еще что-то. Вот, например, один из представителей Представителей закрывающих главы. шоу-бизнесовой индустрии. Привіт. Орест, да. О. Аранжировки. Звукозапись, аранжировки. Дуже приємно працювати поруч з людиною такого рівня, з такого рівня музикантом. І це дуже круто, що от працюємо через стінку і в будь-який час можна зайти, порадитись якимись підказками, поділитися ідеями, почути якісь новинки стосовно звукозапису, стосовно якихось інструментів. І взагалі я пишаюся тим, що поруч є музикант, якому постійно мало. Музикант, якому мало освіти, мало знань, мало досвіду, мало вміння. І це круто, що саме Сеня, саме Усейн Бекіров хоче кожного разу ставати кращим, кожного разу вдосконалюватись, писати нові альбоми, завойовувати весь музичний ринок, не тільки український, а й світовий. Це справді для мене це людина, з якої можна брати приклад. Наше перше знайомство відбулося настільки легко, типу, о, привіт, чувак, о, привіт, чувак. Таке враження, що ми просто знаємось вже не один день, і не один тиждень, і не один рік. І це говорить про те, що чим людина простіша, чим людина більш відкритіша до людей, тим вона доступніша до інших. І чим вона розумніша, тим вона більш приземлена. І саме про Сеню можна сказати, що це, крім того, що освічений музикант, грамотний, розумний, це ще просто харизматичний, надійний і вірний друг, яким можна теж пишатися. Тому я дуже радий, що ми і живемо, і працюємо тут через стіну, і дружимо, так що це дуже круто. Спасибо. Так, будь ласка, слухай, я нічого не придумав, сказав все як є. Я буду хоть знать. Я правду сказав, нічого. Спасибо. В садике играл одним пальцем. Папа тогда появилась Ямаха, которая сама играла. Это был шок.
Я не помню, как она называется, но была маленькая, и она играла сама аккомпанемент, и я играл. Эту песню одним пальцем, правда. Вот так. Ну, это там в садике это разорвало всех, это был восторг. Это была моя первая песня, которую я сыграл. Это я точно помню. Это Юрий Николаев, кажется, это называется эта песня «Старая мельница». Во. Повлиял отец, конечно, потому что, ну, был период, когда он меня заставлял заниматься. Был период, он мне объяснял, что без этого никогда ничего не будет. Энвер Ага Измайлов уже потом в дальнейшем повлиял, когда мы уже все жили в Симферополе. Я постоянно к нему приходил домой, мне привозил кучу всяких записей, кассет, дисков давал. И вот тут уже происходило становление, когда не было света, стояла керосиновая лампа или свечка, потому что свет отключали или его только проводили, и пришли ситуации. Да, как бы вот так. В жизни вообще все надо делать с любовью. Когда у меня родилась дочка, я ее взял на руки в роддоме. У меня так внезапно начала играть музыка в голове, и просто уже через определенное время я сел просто на студии и сыграл ее от начала до конца. Просто вот так и все. Такого у меня никогда не было, чтобы так получилось. Это вот как бы вот такой был сильный посыл, может быть, внутри к любви дочери, что я написал ей песню, посвятил, и она еще об этом не знает, не понимает, но я думаю, что пройдет время, я ее включу, она послушает. Уже посмотрим, как она это оценит. Жена у меня тоже альтистка, я с ней познакомился в консерватории. Лена, я считаю, что мне повезло с этим человеком, потому что она очень уважительно относится к нашим крымско-татарским традициям. Дочка у меня мусульманка, и я очень рад и счастлив, что у меня в жизни так получилось, что я встретил этого человека. Я смотрю всегда, как мама относится к детям, от этого сразу становится понятно, как в семье. Ну, мне в этом плане повезло, Лашкур. Учеба – это вклад в первую очередь в себя. Я хотел расширить свои знания в классической музыке, в оркестровке. Несмотря на то, что я уже как бы ездил на джаз-фестивали и там участвовал, и здесь, и сделал то, и сё, тем не менее я пошел дальше и пошел учиться и в другую академию, чтобы получить ученую степень. Но я знаю, что, допустим, если бы я бы не пошел в консерваторию, я бы никогда бы не написал ни фортепианного концерта, и я бы не слушал ни Стравинского, ни Малера, ни Дебюсси, ни Равеля. Для меня это как бы открыло новую как бы такую в музыке грань, стезю. Я больше начал ориентироваться, может быть, мыслить. Ну, оркестровка — это масштабность, правильная масштабность написания. И то есть оно тоже свое дало и в аранжировках. То есть уже я новый альбом пишу совершенно по-другому, ну, там, как бы упрощая форму, делая опору на другое. Ну, то есть, как бы, поэтому я пошел учиться дальше. Ну, и учиться никогда не поздно. Много о ком можно говорить. Так же, как и Джемиль Кариков, и наши композиторы Налбандов, Бахшиш, это великие композиторы, я считаю, которые очень много сделали для нашей музыки. У меня тоже была возможность с этим соприкоснуться. Мы с Рустемом Метовым восстанавливали старые записи ансамбля Хайтарма. Бахшиша партитуры пришлось восстанавливать на слух и переписать уже тут у меня на студии. Рустем Ага мне сказал: говорит, вот
с этого момента мы уже будем, говорить, ориентироваться вот на эти записи. Я тоже ему благодарен, тоже очень много узнал о нашей музыке и фольклоре, о песнях, о ансамблях Хайтарма, об его истории. И это тоже немаловажно, и свою историю нужно знать. Почему именно джаз? Да все просто. Потому что мой отец джазовый пианист. И это было бы, наверное, неправильно не продолжить его путь. Я ему большое спасибо, что он мне привил вкус к этой музыке. И я продолжаю его традиции. Даже, я могу так сказать, я продолжаю традиции ансамбля «Сато». Потому что я сын Резы Бекирова, который играл в ансамбле «Сато». «Сато», первую песню, которую мне показал папа. Бойна с пластинки, и он мне вот так ее, я вот точно помню, как он ее просто показал, без мелизматики, чтобы я выучил основу, потом вариацию. Вот это первая была, которую я выучил. Потом, конечно, мы ее уже записали в Киеве с Джамалой Бойну. В дальнейшем я записал Хазал Чехлар тоже, позаимствовал ее, ихнюю аранжировку. Мы взяли оттуда гитарную партию Энвера Измайлова и связался с Леонидом Атабековым, с руководителем ансамбля, советовался. То есть, как бы пошел такой вот тандем, продолжение, и ну, вот как бы так. Знаете, есть очень много творческих людей, композиторов, да, которые очень талантливые, но не обязательные. Вот об Усейне я такого сказать не могу. То есть он делает все очень быстро, в срок и качественно, что немаловажно. И подходит ко всему с душой, с творчеством. Это все. Вот. Счастливо. Игорь, я уже с ним 20 лет работаю. Он гениальный композитор, аранжировщик, мой друг, брат. Мы с ним вместе уже много лет. Уже столько трудностей прошли, да. Ну, эти трудности нас сделали и скрепили нашу дружбу сильнее. Это точно. Да. Игорь потом отдельно расскажет про нашу систему работы. Что, я поставил? С Усейном мы познакомились довольно давно, уже больше 15 лет уже мы знакомы. Познакомились, ну, изначально как бы вышло так, что я учился тоже в музыкальной академии, консерватории, и увидел его на концерте. Для меня тогда это произвело очень такое впечатление сильное, потому что он играл свою музыку джазовую. Я очень благодарен Усину за то, что он открыл для меня очень такой широкий пласт крымско-татарской музыки, восточной музыки, о которой я вообще совершенно не знал раньше. И более того, я могу сказать, что мало вообще, в принципе, кто об этом знает, и это как бы очень плохо, что мало об этом люди знают. И это действительно его заслуга в этом очень большая, что он это популяризирует и продвигает действительно в таком варианте очень профессионально высоком, очень высоком, да. И более того, еще ж могу сказать тоже, что эта музыка, она очень много имеет общего и с музыкой композиторов очень известных, потому что и Римский Корсаков, и Бородин, и Рахманинов, она в их творчестве, вообще во всех творчестве этих композиторов, на которых мы, естественно, знаем, у них она лежит в основе, и это как бы тоже
для меня как бы очень лестно и приятно вот общаться и работать с человеком, который является, в общем-то, ее носителем, скажем так. Какой я могу дать совет? В первую очередь это надо верить в себя. В первую очередь, всегда, что бы ни было, никогда не сдаваться. И любая критика, какая бы она ни была, она всегда хорошая. Плохая она или нет, это говорит о том, что люди в любом случае на тебя обращают внимание. Хорошо ли это, плохо, это уже не важно. Потому что ты должен развиваться сам как личность. Ты должен сам уметь себя контролировать, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. И в первую очередь задавать себе вопрос, для чего ты это делаешь. Ну, я никогда не думал, что я буду учиться на композиторском отделении и писать фортепианные концерты, этюды и камерные сюиты. Ну, значит, пришло время, настало. Я это знал, меня этому научил мой отец. Но просто пришло время это как бы больше усовершенствовать свое, как говорится, мастерство. Что я еще хочу посоветовать? Ну, талант – это, как бы, знаете, общее слово талант. Ну, если ты свой талант не развиваешь, не занимаешься, он будет стоять на месте всегда. Поэтому в любом случае его надо развивать путем занятием, познанием. На это влияет все полностью. Книги, живопись, природа, ну все, даже семья. Вот меня сильно вдохновляет моя семья. Моя дочка, это для меня вот... Я просто прихожу домой, начинаю играться с ней, уже у меня как бы все. Что-то в голове рождается. Ну, вот как говорится так вот. Хочу посоветовать, самое главное, верить всегда в себя, что бы ни было. Когда все гаммы выучишь, тоже будет подиум. Да, на камнях мне как-то писали, знаешь. Вот это. Да, И да, вот да, начинается. да, да. То есть она сказала, да, и пошло. Чтобы она закрутилась, и прям падает. Я там нашел в этой украинке мелодии. Ноты? Да, она же писала. Да. И песню Марка написала. Все там есть. Я все нашел. Класс. Ну, а ваш класс. Шикарно, когда музыканты играют все наизусть. Вот это уровень. Повернуть, да? Да, извините. Как бы он без пауз все играть, или будут какие-то паузы, может быть, если... Ну, мы можем кофе попить во время. Отыграли кофеек. Конечно, без пауз. Че не поешь? Салам алейкум, Ашихан. Привет. Поехали.
Да. Сколько вы согласны сыграть вещей? Ну, пока не упадем, может, это. Ну, много. Ну, это, короче, до утра. Не, ну, нормально, будет час будет. Ну, Да, отлично. потому что, когда втроем тяжело, все солисты, а когда еще кто-то будет, то легче, что под конец уже ручки начинают. Понятно, да? Все. Не, Макс, давай лучше о музыке поговорим. Что ты думаешь? Ну, вот тут можно, кстати. Вот сегодня такой у нас необычный концерт. Слава богу, репетиция состоялась. Это фестиваль «Крымский инжир», он каждый год проходит. В том году играли мой фортепианный концерт с симфоническим оркестром. Где-то первый или второй курс обучилища я собрал команду джазовую, мы начали потихонечку что-то думать, что-то делать. Я познакомился с Сусаной Шамаладиновой. Мы потом уже с ней вместе объединились, сделали состав, ансамбль «Тутти». И мы на самом деле так быстро, как бы вот так взорвали, как, ну не знаю, как вулкан вспыхнули, вот так, как нас завело. И мы начали ездить по конкурсам, по фестивалям. Донецкий джаз-фестиваль, Сусана Машала сразу взяла номинацию «Лучшая певица». Я уже в 2004 году взял номинацию «Лучший клавишник». Это очень был серьезный фестиваль. Тогда Сусана меня познакомила с Геннадием Асютряном, с дядь Геной. Я считаю, что это великолепнейший, ну, это самый, он джазовый музыкант, аранжировщик. Он очень сильно повлиял тоже на нашу музыку в плане аранжировки, потому что я когда заходил к дяде Гене домой, и мы с ним говорили о музыке и занимались, он мне очень много интересно рассказал, показал. Это очень большое влияние тоже оказало на меня, как на аранжировщика. Слава Макс. Подходите, не стесняйтесь. Как ни странно, мы познакомились с Усеином уже в Киеве. Заочно мы друг друга знали. А так получилось, что Я еще доктор помню, я к тебе на концерты приходил. Макс приходил ко мне на концерт. 44 клуб. Да, был. Да, это оттуда творчество многих джазовых музыкантов началось. Это было, конечно, это такая площадка была. Я на Усеина ходил как на своего кумира, реально. А сейчас я с ним играю. Я, конечно, в шоке, когда так говорят. Ну, говорю как есть. Когда у народа появляются такие личности, как Усейн Бекиров, это означает, что и культура, и сам организм народа живет и развивается очень органично. И это для нас важно, потому что Усейн делает инновационные проекты, начиная от джазовой музыки, заканчивая классической музыки. Те проекты, которые, возможно, сегодня не будут понятны широкой аудитории, но завтра они будут точно понятны для очень многих, но самое главное, что завтра они дадут толчок для таких, как он, чтобы дальше развивать и крымсарскую культуру, и в том числе крымсарскую музыку. Типа бросаем черное, белое, черное, черное. Усейн безперечно, безкінечно талановита людина. Настільки
тонко, настільки з таким величезним об'ємом, з такою внутрішнім своїм камертоном відгукується на зміст драматургії, на побажання людей, які звернулися до нього за допомогою, тому що, на моє переконання, музика, як ніякий інший інструментарій, здатен підняти будь-яку тему, майже будь-яку дію до такої вертикальної складової, коли це дійсно торкається душі і емоцій кожної людини. Ось, і тому особисто мені дуже пощастило, що я знаю його, що ми, власне, це будемо продовжувати співпрацювати, і вже і зараз співпрацюємо тут в стінах Кримського дому. Ось, переконаний, що вас буде чекати дуже цікавий, красивий і дуже емоційний перформанс. Сьогодні це в рамках Кримського інжиру, а трохи згодом це буде в рамках вистави «Роман Туркосов. Весела пісня Лесі Українки». Все готовы? Да. Начали.
Нормально закатали. Давай следующий.
Сколько еще? Одну и делаем перерывчик, выпускаем Минуту я стопаюсь, у меня седая камера. Сейчас легенда сыграем. А сколько тебе нужно времени? Немного осталось.
Поехали?
Да? Сейчас сгорела дым машина, пацаны сзади костер разожгли. Поставили. Потому что мы наслаждаемся. Выгоните мальчика этого отсюда. А, мы же взяли насчет. Давай дуэтную песню, иди сюда. Иди сюда. Что будем петь? А, я тебе сейчас играю. Вот это Поехали. Поехали. Специально для Алимушки. Сам начинай. А? Нет, вы вдвоем начинаете просто рубить. Эх, вдвоем. Готовы? По-моему, после тебя. Готов, да? Камеры, да? Да. Можем. Еще раз. Надо вместе начать.
Все.